нам сказали, вы молодожены, да? Да? Мы молодожены с 75-го года. Да вы что? А решили расписаться только 2 года тому. Да вы что? А так мы гражданским браком жили. Почему решили расписаться? Интересно даже. Ну, захотели, чтобы закон, это жена захотела, чтобы законно быть с женой. Да. Это она не хотела идти под венец, наверное. Ну, пока так, жили без... Я считал, что штамп у паспорте это не основа. Ага. Основное, чтобы нормально жить до этого, а потом решили узаконить. Но вы, судя по фамилии, родом не из Мадмаса. Нет, я с Западной Украины, А откуда? с Черновиц, А. откуда Яценюк. А, вы с Черновиц. Да. Он, этот Арсений с моей области. Ага. Его отец работает профессором в университете, а его мать, это Арсения, Ага. и мать ее, они двоюродные сестры. Двоюродные. Да. А она уже с Арсением третьим крестом. Угу. Ну, мать сказали мне... А в мать сельсовете с у вас Тернопольской служила. области. И ее в 44-м году, да? В 44-м году ее вывезли. Мгм. Ну, там по доносу посчитали, что она была связана с Бендерами. А фактически она была не связана. Там просто семья была очень хорошая, но ее мать и уже не отец, а который жил с ее мамой. Они были богатые люди. И соседи там взяли, донос написали, а что тогда? За шиворот взяли. Мгм. И хорош. По мозгам надавали, он признался, что он связанный был, не был, но все равно посчитали и вывезли. А потом, когда я у матери спросил, у ее матери, говорю, так, ты хотя мне-то скажи, действительно, ты была связана, не была? Но, говорю, ни грамма, ничего, не было связано. И мы с ней поехали в Тернополь. Я зашел, ну, КГБ тогда еще было. Зашел к этому начальнику КГБ и говорю, так и так, я хотел бы знать, кто донос написал, он потом принес, позвонил секретарю, тот принес дело. Говорю, вот эти 3 человек, даже листик бумаги, вот они написали, что он связанный, Сахи связанный с Бендерами. Я ему говорю, но фактически я у мамы спросил, она сказала нет. Говорю, как сделать, чтобы это? Он говорит, ну, 3 свидетеля найдите, А, старожилу, которые подтвердят, что они действительно не были связаны. Ну, мы тоже на машине обратно с Тернополя, а она в Гусятинском районе, где-то километров 8 от Тернополя. Мы приехали в деревню эту, и по старых людях пошли вот с ней вместе. Они подписались, не 3 человека, а 33 человека подписалось, что она действительно, семья не связана была с бендеровцами. Мы обратно поехали в Тернополь, я ему эти бумажки показал. Он говорит, через 3 дня я вам дам ответ. И действительно, через 3 дня он послал потом своих работников, они потом прошли по этих людях, убедили, что действительно так. И мать реабилитировали. Но это уже в каком году? а тут 91-м. 91-м. В 91 году Да. ее реабилитировали, а толку, она тут же умерла. И, в общем, вы всю жизнь здесь... вы Всё, здесь она родились? Да, да, Мать да. как вывезли у Вы 44... единственный ребенок, да? Нет. Нет, у нее было 2 детей. Нет. Чего? 5. Нет, не Ольга, но Нет. живых-то осталось 2. А было у матери 5. Да. Ну, они, Ольга, они умирали раньше. Ну, это сестра умерла, это, как его, в 50-м году, это в 58-м брат умер, а в детстве умирали. Ну, это в детстве, что там, на Украине, умирали, а 2 детей уже были, когда ее вывезли, они девочку забрали сюда, а парень остался на Украине. И потом девочка отсюда убегала зимой, сильно простыла и тут же умерла. Ее похоронили в Тернопольской области, в городе Залещики. А брат ее, старший, он работал механиком, и тоже, не знаю, что-то в армию должен был идти. И здесь одна терапевша, она типа защищала
диссертацию и решила взять у него пункцию. И занесла инфекцию, и он умер. Вот этот парень так. А родилась она, был тут поселок Шиес, да? Да. Это в Шиевском поселке в 44-м, ну, то есть в 49-м году родилась. А где-то в 50-м переехали сюда в Мадмос, и с тех пор она тут и живет. А работали кем? Она работала мастером погрузки, а потом Мастер все... погрузки где? Это- Здесь в Мадмосе, в Мадмосском Да. лесопункте. Ага. Она работала мастером погрузки, а потом она работала на железной дороге этим билетным кассиром. Мгм. И оттуда же и ушла на пенсию. Вы тоже, видимо, на железной Не, дороге. А я Нет, приехал, это мастером леса. я с Украины там с секретарем райкома не поладил. В Урдаме был директор леспромхоза, с которым у нас была договоренность. Мы от него получали стройматериалы для моей организации. Ну, я приезжал к нему, потом с этим директором я познакомился по-хорошему. Я ему телеграмму написал, что так и так. Меня тут на Украине делов нету. Он мне Приезжай. сказал, приезжай ко мне, проблем ему. Я приехал, устроился так. И все почти 30 лет мастером леса отработал. Мгм. А познакомились-то вот это? А познакомился здесь, в Мадмосе, Мадмосе. с ней. В 75-м году. Мгм. И все так. А так на и- Украине часто бываете? Да. Каждый год? Нет, это уже года 4. У нее тогда было 2 девочки от первого брака, но она с мужем разошлась, он пьянствовал, денег не давал. Я видел так, ну. А потом это у нас общий сын Мгм. с 86-го года учился в Москве, МГУ закончил, Там же сейчас живет. и там же и Да. работает уже 10 лет. Хотели мне сюда его перетянуть, не хочешь, а потом мы решили уехать в Белоруссию, купили там дом, и, наверное, где-то в апреле, в мае уезжаем туда. Вы следите, что сейчас происходит на Украине-то? Всё? Да, Да, конечно, да, конечно. Ну, Как, что? я только не пойму, что нужно. Что нужно людям. Вот это я не пойму. Что они хотят. Мгм. Это непонятно. Но мне нравится это правительство. Можно спокойно сесть за стол. Не надо сжечь, стрелять. Не нужен это Янукович. Люди его избрали, люди его могут и отстранить. Таким путем, но не войной. Мгм. Потом, что сейчас творится в Симферополе, это тоже нехорошо. И в Одессе, и в Харькове. Если войска войдут, это уже будет открыта война. Это гарантия. Я так считаю. А Путин, я считаю, он умный мужик, он это не сделает. Войска он не уведет. Если нужно, уведи своих граждан оттуда. Уведи их в Россию, в хорошую. Но вводить войска, это уже называется война. Ну, вы вот сейчас смотрите за действиями вот нового правительства. Да, Вот да, ваш, да, да. Ваш там родственник, Да, как оказывается, А всплыл в толку, России. ну что этот Яценюк сделает? Что толку? Вот интересно у вас узнать, что Я считаю, что это такой же самый, как и Янукович. Он ничего не даст Украине тоже. Хотя, А вы как называете? а что она скажет? Хотя это ее брательник, но что он может изменить? Ну, я не знаю. Он ничего не изменит. Там надо, во-первых, навести порядок, жесточайший порядок навести. А вы с вашим родственником-то знакомы вообще? Лично виделись? хоть? Нет, в детстве, В детстве? да. Он же, по-моему, 74-го года всего. Да, То да, да. есть ему Он молодой, 40 лет. 40 лет. молодой парень. Ну, а что вы вот о нем можете сказать? Ну, понятно, что правительство там ошибается там, и так далее. А вот о самом человеке вот интересно. Слабохарактерный, Да? да. Что ему сказать? Ну, несмотря на то, что слабохарактерные, именно Яценюк, Тягнебок и Кличко возглавили, собственно Ну, говоря, это всё как это его- движение. Кличко, что считать Кличко? Кличка мозги выбили на ринге, это гарантия. Это что? Ну, ребята, сами подумают, боксер и будет у правительства. Ну, его, да, серьезно там не очень воспринимают. Но остальные-то двое, что Тягнебок, что Яценюк, то вроде как Евромайдан-то за них. Но я считаю, что каким путем можно навести порядок.
не надо Евросоюза, не нужно, потому что оттуда не дадут ничего этой Украине. Они наоборот придут, чтобы взять. А то 100 пудов. Какой капиталист будет влаживать средства бесплатно? Это такого не бывает. Им надо, я считаю, Украине надо с Россией быть в очень хороших дружеских отношениях, партнерстве. Вот это, чтобы никаких границ не было, никаких таможней, и чтобы люди с Украины могли, с Россией могли общаться, все. Там же, считайте, ребята, там вся родня, вся Россия, Украина, она посвязана уже тысячелетием. И вот только от России, вот с Россией быть в хороших, дружеских отношениях, пусть Украина себе будет суверенным государством, но с Россией иметь очень хорошие соседские отношения. Вот тогда порядок будет на Украине. Там земля хорошая, там все можно, там жить можно, страна богатая, но порядка нет. Разворовывали, там, как не правительство, все гребут. Вот они для себя, а там надо, чтобы для народа, чтобы народ жил спокойно. Люди, поймите, вся Украина разъезжает в эту Португалию несчастную. Что это Португалия? Государство. Туда люди на работу. В Италию, Францию, Германию, Англию. Почему не в себя дома работать, не поднимать свою экономику? Чтобы люди, если экономика будет слаба, значит и жизнь будет плохая. А сами нормальный молодежь уезжает за границу. Почему не работать в себя? Раньше ни грамма, ни одной соты не пропадало. Я ж помню, когда на Украине был. А сейчас я приезжаю в отпуск туда. Там поля, такие поля заросли бурянами. Если бы была возможность что-то сказать новому премьеру Арсению Яценюку, вот что бы вы сказали? Я бы ему сказал, что наведи порядок, выбери правительство такое, чтобы работало на народ. Чтобы народ вот этого правительства имел что-то. А чтобы так, как Лазаренко был когда-то, понастраивал золотых домов, потом счесал. Ну и этот друг Янукович, сейчас же говорят, миллиарды понабрал и сам прячется по кустам. Если ты честный, хороший президент, ты не должен прятаться от народа. И в такое положение убегать, бросать народ, это не президент. Этому Яценюку я посоветовал быть с народом и работать для народа. А по родственным? Тоже, То же самое. да.